Производительность Мондис ЛПК увеличится примерно на 10%. Это станет возможным благодаря реализации инвестиционной программы «Горизонт» с 2017 по 2021 год. Сумма инвестиций составила около 125 миллионов евро. 10 декабря «Горизонт» завершился успешным запуском новой выпарной станции номер 5. На месте побывала Дарья Вологжанина. 10 декабря 2021 года – новая значимая дата в истории Мондис ЛПК. Открытие новой выпарной станции номер 5. Это самый крупный проект инвестиционной дорожной карты «Горизонт». Первые сваи в основании станции были забиты в апреле 2019 года. Работа не прекращалась даже в условиях ковидных ограничений. В пиковые этапы строительства на площадке трудилось около 600 человек. Проект, конечно, это основная часть дорожной карты «Горизонт», который мы начали в 2017 году. «Горизонт» это звучит чуть-чуть далеко, да? Но «Горизонт» мы на сегодняшний день достигли. «Горизонт» для нас это значит плюс 10% производства, 10%, напомню, это примерно 120 тысяч тонн готовой продукции каждый год. Строительство выпарной станции обошлось в 65 миллионов евро. Ее мощность позволяет перерабатывать весь черный щелок с хвойного потока. Она будет работать, как говорится, за двоих. Тем самым позволит вывести из эксплуатации станцию номер 2, которая уже выработала свой ресурс. Для меня, как для главы республики, очень важно открытие новых суперсовременных производственных площадей, в первую очередь, с двух позиций. Первое – это любая новая модернизация дает повышение производительности выпускаемой продукции, объема выпускаемой продукции. И действительно, Клаус сказал, что это 25% плюс всей производительности всех выпарных, да, и 10% производительности в целом. Соответственно, это еще плюс бюджет. Первый щелок выпарная станция номер 5 приняла в сентябре 2021 года. Тогда начался пусконаладочный период. Сейчас готова работать в полную мощь. Новая выпарная станция номер 5 способна решать и экологические задачи. Максимально использовать или утилизировать образующиеся конденсаты и сократить выбросы газов в атмосферу. Мы находимся возле одной из важных частей единиц оборудования, так называемая стриппинг-колонна, где происходит очистка газов и конденсатов от вредных составляющих. То есть после обработки паром у нас конденсат очищается и в дальнейшем используется в других технологических процессах на производстве целлюлозы. Газы, которые образуются, они в дальнейшем утилизируются путем сжигания их на содориникационном котле. Дорожную карту «Горизонт» признали приоритетным инвестиционным проектом в области освоения лесов в Коми. Высокую значимость подтвердили на федеральном уровне. Благодаря этому компания получила в аренду дополнительные лесные участки площадью около 300 тысяч гектар. Кроме того, в ходе программы были модернизированы линии волокна и сушильная машина, увеличен выпуск сухой товарной целлюлозы, введена в строй новая установка по производству талого масла и построены дополнительные железнодорожные пути. Дарья Вологжанина, Олег Юшков, телеканал Юрган.